Народ вышел против повышения цен на топливо. Нет, это не Россия, это Казахстан. В Мангистауской области на западе Казахстана уже несколько дней не прекращаются стихийные митинги против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Цены на топливо, которым заправляют большую часть автомобилей в регионе, с 1 января выросли с 50-60 до 120 тенге за литр. В рублях это с 10 рублей до 20,5 рублей за литр. Казахстанская национальная сеть автозаправок «Казак Ойл» даже не исключает введение лимитов на отпуск сжиженного газа физическим лицам в Мангистауской области из-за нехватки топлива. Акции начались в городе нефтяников Жанаозен, жители которого вышли к зданию администрации области и перекрыли движение в центре города 2 января. Протестующие требовали снизить цены на газ до прежнего уровня и привести к ним из Нур-Султана ответственных за рост стоимости топлива. Некоторые митингующие не стали расходиться по домам на ночь, а на следующий день на городской площади собралось больше 1000 человек. В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого повышения стоимости топлива провели ночь на вторник на площадях. Например, в Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, в том числе городов Актобе и Уральск. Днем 3 января на площади в Актау, по оценкам очевидцев, находились несколько тысяч человек. К ним прибыл Аким, глава региона, однако не смог убедить их разойтись. Протестующие призвали к отставке действующего правительства. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились. Участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительства фабрик и заводов, сокращения безработицы. На опубликованных в социальных сетях видео видно, как сотни людей на площади в Актау скандируют «Шалкет», что в переводе означает «Старик, уходи». Этот лозунг звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики. Протестующих в Жанаозене поддержали в других городах и селах области, а также в других городах страны, включая Актобе, Алматы и Нур-Султан. Всего, по подсчетам местного издания «Орда», к вечеру 3 января в разных регионах Казахстана были задержаны не менее 69 человек, которые вышли или планировали выйти на акции протеста. Вчера, 3 января, местные СМИ сообщили о переброске силовиков на фоне митингов в Жанаозен и Актау. В областном центре район городской площади перед администрацией региона, где проходит один из митингов, оцеплен полицией. Там отключили свет, в ближайших кварталах недоступен мобильный интернет. К вечеру стало известно, что полиция оттесняет протестующих с площади. В первый день протестов рост цен попытались объяснить региональные власти и Минэнерго Казахстана. В ведомстве заявили, что с 1 января сжиженный газ полностью торгуется на бирже, что позволит сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения, а также привлечь инвестиции для новых производственных мощностей. Как заявили в ведомстве, потребление сжиженного газа в стране ежедневно растет, а объем остается на прежнем уровне. Поэтому до перехода на электронные торги газ продавали по цене ниже себестоимости, что приводило к убыткам производителей. В администрации области сообщили, что казахский газоперерабатывающий завод – единственное предприятие в регионе и не покрывает его потребности, из-за чего недостающий объем поставляется из других областей. При этом глава управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Кардбаев заявил, что износ оборудования на заводе, работающем с 1973 года, составляет 90%. Если не принимать срочных мер, в будущем региону грозит остановка завода и, соответственно, дефицит сжиженного газа. Планируется строительство нового завода, которое будет возможно в том числе и благодаря реализации сжиженного газа за его рыночную цену, утверждает Кардбаев. На второй день протестов в Минэнерго заявили, что не смогут снизить цены на топливо. Правительство объявило, что это сделает бизнес. В ночь на 3 января, после того, как митинги на западе Казахстана не прекратились, президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле.
Вскоре пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина сообщила, что в отношении владельцев автозаправок начато расследование на предмет ценового сговора, а правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на газ. В частности, было объявлено, что собственники заправок Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса решили снизить стоимость газа со 120 до 85-90 тенге за литр. Протестующих частичное понижение цен не устроило. Они также выступили против продажи газа через электронную торговую площадку, если такой способ не отвечает интересам граждан. Вечером 3 января к их лозунгам на митинге в Актау добавилось требование отставки правительства. Ожидается, что в Актау отправится специальная правительственная комиссия, куда вошли вице-премьер и министр энергетики. При этом последний заявил, что правительство не может выполнить требования протестующих и снизить цены на газ до 50 тенге за литр. «Есть законы рынка, которые никто не отменял», – сказал он. Правительство, местные власти и прокуратура также пообещали принять меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка. Но ситуация продолжает накаляться. Водители и кондукторы одного из автопарков в казахстанском Актау отказались сегодня выходить на работу, выразив тем самым солидарность с происходящими в городе митингами против повышения цен на сжиженный газ, сообщает Интерфакс. Тем временем в Алматы полиция перекрыла площадь Республики и прилегающие к ней улицы, и в этом районе тоже с перебоями работает мобильный интернет. Оцепление выставлено по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Достык и Наурызбай-Батыра. Туда не пускают автотранспорт, а на саму площадь пешеходов. Люди выступают на митингах, во время которых говорят, что несправедливо, что люди вынуждены требовать доступности газа в богатой углеводородной стране. Интересно, что в путинской России, стране, обладающей самыми большими запасами природного газа в мире и занимающей второе место в мире по его добыче, этот самый газ для россиян еще выше, чем как и до подорожания в Казахстане, так и после двукратного повышения цен на него. Но россияне привыкли и не сопротивляются, да и Путин старый и хитрый диктатор. Третье десятилетие он маринует и варит россиян медленно, но уверенно, периодически прибавляя огня. А Назарбаев с Токаевым в этот раз ошиблись, допустив повышение цены на топливо сразу и в 2 раза. Вот что значит, когда лягушек варят не медленно, а быстро. Они выпрыгивают из котла. Повышали бы медленно и заранее, то никто бы, возможно, и не протестовал бы, и спрятавшегося за Токаева Назарбаева никто бы, наверное, и не вспомнил. Но, судя по всему, казахстанцам нужен был триггер, и власти сами его дали. Теперь топливный конфликт переходит в политический, и, очевидно, свою старость Назарбаев не будет встречать так спокойно, как он планировал.